Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. Мы начинаем эфир, посвященный 107-му дню полномасштабной агрессии России против Украины. И перед тем, как я представлю нашего гостя, я напомню про наш YouTube. Вы на него всегда можете подписаться. Если уже подписаны, ставьте лайки и делитесь нашей трансляцией в своих соцсетях, чтобы как можно большее количество людей смогли нас увидеть и узнать о том, что происходит в Украине. Ну и по возможности, если она у вас такая есть, поддержите нас на нашем Patreon. Его адрес вы сейчас увидите на своих экранах. А я представляю гостя этого часа. Это Александр Солонтай, руководитель программы практичной политики Института политического образования. Здравствуйте, Александр. Приветствую. Я знаю, что вы до полномасштабного вторжения занимались регионами, местным самоуправлением. И вот хочется обсудить с вами ситуацию в оккупированной Херсонской области. Оттуда приходят новости о том, что там не работает интернет, не работают мобильные телефоны украинские, о том, что невозможно снять деньги в банкоматах из-за того, что отсутствует интернет, опять же. Кроме этого, мы видим всякие заявления этих всяких гауляйтеров, назначенных оккупантами, о том, что Херсон будет присоединен то к Крыму, то к России, будет какой-то референдум, ну не референдум, а потом какой-то опрос. Вот вчера вообще была информация о том, что все территории, оккупированные Россией, начиная с Донецкой и Луганской области, включая Херсонскую и Запорожскую, будут объединены в один округ и присоединены к России. Вот как вы оцениваете такие перспективы? Мы знаем, мы видели, что люди активно и массово не поддерживают оккупантов, выходят на протесты, их пытаются запугивать, преследовать, похищают, пытают, но тем не менее. Действительно, занимаюсь, продолжаю заниматься регионами, нашими городами, территориями. Ну, все без изменений, только специфика поменялась. Первая специфика — это то, которое вы начали вспоминать, это то, что территории делятся на теперь различные в Украине по своей градации. Это оккупированные, это те, которые на линии фронта, то есть это те, в которых происходят боевые действия. И это территории, которые снова-таки разделяются на две части. Это уже освобожденные или территории, которые, к счастью, были без оккупации и без боевых действий. Ну и вот такая вот линейка громад, она очень разную специфику работы с ними предвидит. Самые сложные, как вы правильно обозначили, громады, те территории, которые оккупированы, с ними все тяжелее и тяжелее работать в любых значениях этого слова, потому что связь действительно, даже связь теряется, даже связь обрывается. Но что сейчас происходит основное в этих территориях, в этих городах, селах, Херсонской области и других областей? Это массовая миграция, массовый отток людей, массовый выезд. Люди выезжают в два направления: через блокпосты на континентальную часть Украины и через перешеек на Крымский полуостров. И уже дальше, в зависимости оттуда, от того, куда они попали, от того, куда они выехали, в зависимости от этого уже разъезжаются дальше. Например, в основном те люди, которые выезжают в Крым, они в основном едут дальше. То есть это, Крым — это как транзит. Через Крымский мост уезжают, разным способом выезжают с Крыма. А автомобильный транспорт имеется в виду и так далее. Люди, которые выезжают на материковую часть континентальной Украины, они простаивают по 4, по 5 суток, иногда даже неделю в этих, даже, так сказать, нельзя как пробки или заторы, потому что это на блокпостах фактически такие отстойники, где оккупанты разрешают некоторое время стоять людям, ждать, но нет разрешения проезжать дальше. Вот. И когда они приезжают уже на континентальную часть Украины, преодолев линию фронта, то в основном люди остаются в Украине,
Хотя снова-таки большая часть выезжает и использует там Запорожье, Николаев, Одессу, Кривой Рог, там, ну, Киев, использует как транзит Днепр и едут дальше за границу в том числе. То есть и этот поток людей только увеличивается, усиливается. За последнее время все больше и больше людей выезжают. В это же время начались бои в Херсонской области по деоккупации сел и городов, и уже есть 24 хутора, села, поселка, станции, ну, 24 населенных пункта, которые освобождены. То есть, как вы понимаете, это означает, что там фактически сейчас и заканчиваются боевые действия, и в зависимости от того, как линия фронта будет двигаться, будет ответ на вопрос, когда придет туда мирная жизнь, и когда можно будет эти громады отстраивать, ну, возобновлять в них жизнь и так далее. Ну и кроме того, по фактически границе Херсонской, Николаевской и Херсонской Днепропетровской области, несмотря на то, что вот 24 населенных пункта освобождены, но все равно можем сказать, что по границе проходят боевые действия. Вот, потому что ну, в одну и в другую сторону, соответственно, есть прилеты, ну, боевые действия, война настоящая. Вот, жить там, ну, в прямом значении слова опасно для жизни, даже в городе Николаеве. 2 района, это, хотя город Николаев далеко, да, от линии фронта, прямой, непосредственно имеется в виду близкости, отсутствует линия фронта. Но, тем не менее, даже туда постоянно прилетают. Что уже говорить о селах и городах других, меньших, или которые ближе к линии фронта. Ну, то же самое, кстати, там в Баштанке Николаевской области происходят постоянные прилеты. И вот такая ситуация с состоянием на сегодня. И мы видим фактически, что линия фронта движется, но очень-очень медленно. То Вы есть, имеете в виду движется к Херсону? Да. То есть движется. наши наступают. А по вашим оценкам, сколько людей выехало из Херсонской области? Просто где-то мне встречались цифры, что там половина населения Херсонской области уже выехала. Я согласен с этой оценкой. Я думаю, что если этот поток будет идти так, как он идет сейчас, то мы сможем констатировать факт, что только треть населения от довоенного населения осталось в области. Ну, мы это проходили, вот такое вот полное обезлюднення, как это русским язиком сказать, коли обезлюднюється повністю територія, без людей. Вот остаются только пенсионеры, остаются только люди, которые, ну, такие элементы социальные, проблемные элементы. Вот, остаются люди, ну, в крайних случаях такого трудоспособного возраста, потому что родители или ну, лежачие, парализированные, или присматривают за людьми с специфическими потребностями, инвалидностями и так дальше. То есть все другие уезжают. И это мы проходили в Донецке и Луганске. То есть мы это видели в отдельные города Донецкой и Луганской области 8 лет тому, когда были оккупированы, они просто вымерли. И до сих пор встает уже вопрос о том, что этот поток вымирания только увеличивается. Некоторые целые города просто исчезнут в ближайшее время без освобождения. Если оставить линию фронта до, ну, например, Украина очень часто дискутирует о победе, да? И когда мы говорим, что победа, это значит там выгнать оккупанта. Откуда выгнать? Ну, например, выгнать со всех территорий, которые были свободны до 23 февраля. И вот тут возникает вопрос, ну а что будет тогда с Донецкими, Луганскими и многими городами и тем же Донецком и Луганском? И там процессы настолько сейчас обострились, фактически ну, выезда, исчезновения людей, что стоит только вспомнить, что огромное количество мужчин ну, убежало для того, чтобы не попасть на фронт, воевать с Украиной, а огромное количество людей уже погибло. Вот, в бесконечных этих просто таких атаках в форме пушечного мяса на украинские вооруженные силы. И поэтому то же самое может повториться в других территориях, если поменять концепцию, то есть оставить их на какое-то время оккупированными. Но состоянием на сегодня, почему большинство людей выезжает? И я согласен с этой оценкой, что уже половина выехала и будет скоро двигаться эта цифра к 2/3. Особенно в тех населенных пунктах, которые близко к линии фронта. Потому что логика людей такая, что сейчас боевые действия, сейчас будет здесь ну, обострение военного конфликта. Надо на это время выехать,
потом вооруженные силы Украины освободят города и села, и мы заедем уже свободно на жизнь и возобновлять наши города и села. Такая логика в большинстве людей, которые выезжают. Потому что сначала, почему эта миграционная волна только сейчас очень сильная поднялась? Потому что сначала была надежда, что, ну, как фронт прокатился в одну сторону, так прокатится в другую сторону. Особенно ситуация в конце марта, в начале апреля в Черниговской, в Сумской области это продемонстрировало, да, когда враг и шел на Киев, а потом от Киева отступал, и фронт прокатился. Вот некоторые села и города в Киевской, в Черниговской и в Житомирской области очень сильно пострадали. А некоторые были в гуще событий, то есть армия и шла через них и шла назад, но они без разрушений остались. Почему? Потому что через них фронт прошел. И вот в первые дни войны мы видели, как с Херсонской области фронт прошел туда, дальше в Николаевскую область. Начались бои, уже аж под Вознесенском пошло. Потом началась линия отката назад, но для оккупанта было очень принципиально остановить в Херсонской области наши вооруженные силы. И кинуты очень серьезные резервы, строятся линии обороны, выстраиваются очень серьезные запасы этой обороны. Все для того, чтобы оставить оккупированную область Херсонскую оккупанта. И люди увидели, что надо время нашим вооруженным силам, чтобы освободить эти территории. Тогда люди поняли, что они увидели, наши люди, что такое жить в боевых действиях. Увидели картинки Мариуполя, увидели картинки Донбасса, увидели картинки Харькова, то есть увидели, что происходит в Николаеве с постоянными обстрелами. И тогда люди поняли, что на это время надо выезжать, на то время пока будет. Но самое большое, что волнует людей, и тех, которые остаются, и тех людей, которые выезжают, это одно. Причем люди едины. Они вместе, все люди в всех селах и городах об одном вопросе мыслят. Вы нас не кинете, вы нас не оставите, но вы же придете. Будет же освобождение, будет же контрнаступление, будет же война, будут же боевые действия. Вот это самое главное, что интересует людей. Ну и поэтому оттуда берутся все эти вещи, которые оккупант делает с информационным пространством, опросами, референдумами, телевизорами, интернет-сетями, мобильной связью и так дальше. Они пробуют создать информационное поле, создать информационную такую линию, месседж, волну такую, что уже нет, вы уже останетесь, вы уже навсегда здесь. И они реально собираются бороться за это. Но перспектива все равно очевидна, перспектива понятна. Наши вооруженные силы концентрировались над освобождением территории возле столицы в первой стадии войны. Дальше наши вооруженные силы концентрировались, и воины наши, слава нашим воинам, слава вооруженным силам Украины, концентрировались освободить пригород Харькова, это второй по величине город, сначала первый по величине, то второй. Концентрировались вокруг того, чтобы забетонировать оборону на Одессу, откинуть врага от города Николаева, чтобы не было близко. И, конечно же, дойдет черед обязательно и на следующих этапах, и до освобождения города Херсона, который состоянием на сегодня является единственным оккупированным областным центром в Украине. Запорожье под флагом Украины, Северодонецк борется под флагом Украины, Николаев под флагом Украины. Пока единственный оккупированный областной центр в первой части этого этапа войны – это город Херсон. А ранее мы с вами знаем, что были оккупированы 8 лет назад Севастополь, Симферополь, Донецк и Луганск. Как нам реагировать на информацию, которую вбрасывают оккупанты по поводу того, что они там выстраивают мирную жизнь, переводят все на рубли, выдают российские паспорта, при этом собирают персональные данные в обмен на российские сим-карты для телефонов? Я думаю, нашим людям надо реагировать очень просто. Пользоваться всеми этими возможностями для того, чтобы оттуда свалить. Надо взять телефонную карточку вражескую, бери, вставляй в телефон, подсоединяйся к телефонам и уезжай оттуда. Надо взять какой-то у врага там гривны, рубли, что-то, чтобы заправить машину, заправляй машину, нанимай машину и выезжай. Нету денег, продавай, что есть там, что золото, ценные какие-то, все, что, последние сбережения, и оттуда уезжай. Потому что это единственный способ остаться здоровым, целым, не мешать вооруженным силам Украины, освобождать эту территорию, помогать.
Я знаю очень многих людей, которые уехали с этих оккупированных территорий и вступили в добровольческие различные формирования, волонтерские, в территориальную оборону вооруженных сил Украины, официальные подразделения, вот, и по-разному привлекаются и прикладывают усилия, чтобы освободить свои же города, свои же села, свою территорию. Я знаю, что некоторые остаются на этой территории, помогают нашим партизанам, ну, и проводят внутри информационную контрработу. Но мне кажется, что лучше все-таки по этой территории временно покидать, временно уезжать, и потом вместе с нашими вооруженными силами бороться за освобождение этих территорий. Ну, кроме тех, которые, конечно, готовы аж до такого уровня, чтобы быть партизанами. А есть ли у вас информация о том, сколько в Украине городов разрушено? Ну, это та тема, о которой вы вскользь упомянули сейчас. И сколько уже не подлежит восстановлению? Может быть, не городов, может быть, речь идет, конечно, о селах и поселках? Ну, смотрите, да, если говорить вот такое, что уже вот полностью легче забыть, чем восстанавливать, это только отдельные случаи отдельных поселков или микрорайонов в середине города. То есть, если это громада, которая состоит, например, сельская, состоит из некоторых сел, поселков, хуторов, то некоторые из этих населенных пунктов разрушены там в щеп. Но в основном громада выстояла. То же самое с большими городами. Даже если взять, например, там, Харьков, Салтовку, наверное, надо перестраивать заново, но сам город Харьков стоит. Чернигов, есть целые места, микрорайоны, где все ужасно, но сам город выстоял, стоит и даже сейчас быстро возобновляется. То же самое в Прирепенье, то же самое с другими территориями. Конечно, когда мы освободим Мариуполь, когда мы освободим Северодонецк, там, наверное, это будет вопрос тотального разрушения в общегородских масштабах. И там станет вопрос, как отстраивать город Мариуполь, ну, наверное, с чистого листа, потому что количество разрушенных зданий больше 90%. Но если мы говорим о тех городах и о тех населенных пунктах, которые уже освобождены, те, которые под флагом Украины, то среди них все города можно восстановить, все города должны быть включены в национальную программу восстановления, и абсолютно есть шансы, логика, смысл восстанавливать их. Насчет тех территорий, которые были без оккупации, без боевых действий, там разрушение — это только отдельные объекты. Ну, например, город Житомир. Например, город Житомир. Туда были, извините меня, пожалуйста, прилеты, и в городе Житомире есть огромное количество разрушенных зданий. Но там отсутствует такое, чтобы целые микрорайоны были разрушены. То есть это локальные конкретные истории. Ну, квартал, может быть, там на улице конкретный объект. Такого плана. А насчет маленьких населенных пунктов есть другая еще проблема. Даже если населенный пункт сохранился, даже если населенный пункт полностью, с ним все нормально, все хорошо, все равно есть вопрос. Если этот населенный пункт близко к границе, если он находится в этой зоне, которая должна быть оборонной зоной от Беларуси, от России, то есть ли смысл там полностью возобновлять мирную жизнь? А какая это должна быть зона? Мы знаем, что ракеты долетают на огромное расстояние. Сколько? 20-30 километров, 100 километров от границы. Да, но вот это вопрос этой зоны. Потому что когда мы говорим об ракетах вообще таких, с неба там, ну и так дальше, с кораблей, то понятно, там и Львов в опасности. Мы это видели. Ну, прилеты во Львов. А Ивано-Франковск и так дальше. А если мы говорим, в Закарпатье был прилет. А если мы говорим о вот этой артиллерии, о стрелковом оружии, о группах диверсантов, которые могут заходить, да, о стрельбе с реактивного огня, то да, вы правильно говорите, это серьезная проблема, это вопрос о 20-50 километровой зоне, и там должны быть, очевидно, другие правила жизни в этих громадах. То есть там люди, живя в этих селах и городах, должны понимать, что они непосредственно участники обороны, что они участники оборонной линии, что их жизнь напрямую сейчас связана с обороной страны от врага, который остается там. Поэтому тут вот, когда мы говорим про восстановление сел и городов, тут главный аспект все-таки решить этот вопрос. Какое участие людей? Ну, то есть, если в Западной Украине, грубо говоря,
многие люди пошли в теробороны, но многие пошли в добровольческие формирование территориальных громад ДФТГ, а часть может спокойно оставаться и жить гражданской жизнью. Ну, То, на наверное, приграничных, к сожалению, просто, наверное, люди не успели среагировать, да, потому что это было молниеносно. Да, тогда не успели. Но Тогда это не перспектива успели. уже после победы. Да, но сейчас, пока победу мы достигаем в масштабах страны, там, на этих приграничных территориях, где пробуют восстанавливать, настраивать мирную жизнь, где враг вот на границе с врагом, то есть, а граница — это фактически теперь линия фронта, то там, наверное, уже сейчас должны быть сделаны некоторые заключения, должны быть некоторые шаги сделаны, чтобы сейчас уже не было такого вопроса, что кто-то не успел в тероборону и в ДФТГ. Там, наверное, все население должно быть теробороной и добровольческим формированием обороны территориальной их конкретной громады. Спасибо. Спасибо, Александр, что подключились к нашему эфиру. Благодарю вас. Александр Салантай, руководитель программы практичной политики Института политического образования, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю про наш YouTube-канал. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Если уже подписались, ставьте лайки и делитесь нашей трансляцией в своих соцсетях, чтобы как можно большее количество людей смогли увидеть наш эфир и узнать правду о 107-м дне полномасштабного вторжения России в Украину. И если есть такая возможность, поддержите нас на нашем Патреоне. Вы можете его сейчас увидеть на своих экранах. Мы продолжаем наш эфир и будем сейчас говорить о нашей армии, о вооружении, которое нам необходимо, о наших удачах на фронте. И вот сегодня появилась информация со ссылкой на заместителя главы военной разведки Вадима Скибицкого. Он в интервью одному изданию заявил, что война в Украине — это артиллерийская война, по большому счету. И вот в связи с этим Украина проигрывает России на передовой, потому что необходимо больше артиллерии и больше поддержки из стран Запада. Вот по его информации, Украина использует в день от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день и уже потратила почти все артиллерийские боеприпасы из запасов. Это старые советские. Сейчас украинские воины используют уже в основном снаряды натовского стандарта. Это 155, калибр 155 миллиметров. А я представляю нашего следующего гостя. Это Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Добрый вечер. Добрый вечер. Когда мы говорим, что нам надо больше тяжелого оружия, больше артиллерии, то мы говорим о каких цифрах? Ведь мы знаем, что нам поставляют, и у нас их, наверное, уже даже сотни. Мы знаем и под сотню гаубиц М777, о десятках самоходных установок, наверное, тоже о сотнях. Вот еще больше — это сколько? Ну, боевые действия высокой интенсивности съедают ресурсы с невероятной скоростью. И 3 месяца таких боев, естественно, что тех боеприпасов, которые у нас были накоплены прежде, а еще с учетом того, что предыдущие годы, в 16, 14, 15 году, враг целенаправленно уничтожал наши базы хранения. И это никому не секрет. Да, действительно, боеприпасов у нас не хватает. Реально боеприпасов, ну, соотношение так по огневой мощи на некоторых участках фронта от 1 к 5 до 1 к 10 в пользу противника. И это приводит к очень большим потерям. Это не дает возможности не то чтобы перейти в контрнаступление, а бороться с противником на паритетных началах. Безусловно, то оружие, которое мы получаем от наших западных партнеров, особенно то, которое
не постсоветское, а построено на современных технологических принципах, оно гораздо эффективнее. Грубо говоря, каждый снаряд летит в цель. Но когда у врага этой артиллерии, этого боеприпасов к ней в десятки, в сотни раз больше, то, в принципе, он валит количеством. Ему все равно, попадет он в цель или не попадет с первого раза, с 10-го раза. Ну вот я сегодня общался с сыном, который говорит, 5 часов враг обнаружил цель, 5 часов они бомбили со всех видов оружия по относительно небольшому, по небольшой тактической цели. Естественно, мы таких возможностей не имеем. И потребность в компенсации этого перевеса, естественно, очень большая. Говорить о единицах артиллерийских систем, сотнях или тысячах боеприпасов, это будет не совсем корректно. Сводится к тому, что и артиллерия, и другие виды оружия используются в комплексе. И необходимость, если мы приобретаем, если нам предоставляют артиллерийские системы, то соответствующее количество к ним нужно боеприпасов. Нужны разведывательные системы, это дроны, это контрбатарейные радары, целое средство связи, целая система оружия, логистики, техники в едином комплексе. Секретарь РНБО Данилов на днях, оценивая наши потребности для контрнаступления, говорил о 5-6 бригадах, новых бригадах, необходимых для создания перевеса наших сил над противником. А тут еще надо учитывать, что эти бригады — это стратегический резерв, необходимый для наступления. А также нужны силы и средства для сдерживания противника. То есть надо цифры, которые говорит секретарь РНБО, умножить на 2. К сожалению, те средства, которые предоставляют нам наши партнеры в тех количествах, они практически с колес идут на усиление обороны на самые тяжелые участки. И вот на создание этих резервов, к сожалению, сил и средств у нас очень мало, они требуют титанических, сложных каких-то конфигураций. Вот. Но мы слышим, что Ленд-лиз вот-вот заработает, что вот-вот и пойдет. Мы наблюдаем за погрузками на корабли, техники. Для этого нужно время. Вот по вашей оценке, чтобы корабли дошли до Европы, там разгрузились, а потом уже по суше попали к нам. Вот по вашим оценкам, сколько нужно для этого времени, чтобы Ленд-лиз заработал в таком промышленном масштабе? Дело в том, что если говорить о технической стороне вопроса, то от принятия решения до подготовки, транспортировки и доставки в Украину это необходимо от месяца до 1,5, максимум 2 месяца. Но это не совсем то, о чем надо думать. Надо думать о том, что нужна не просто техника, нужны люди, которые будут ее эксплуатировать. Эти люди должны быть сведены в подразделения, которые подготовлены, которые приспособлены к применению оружия. А это занимает значительно больше времени. Мы стараемся как можно быстрее это реализовать, но прогнозы пока вот такие. Это реальность, это ее никак не изменишь. Но, тем не менее, мы не можем не отметить успехи наших военных на Запорожском направлении и на Херсонском.
И вот интересные новости приходят от нашего Министерства обороны. Там сообщают, вот как в том числе и говорил представитель Министерства обороны Украины Александр Матузяник, он сообщил, что в оккупированном Крыму оккупанты укрепляются, наращивают противовоздушную оборону, развертывают дополнительные дивизионы С-300. Значит ли это, что они уже ждут, что мы скоро придем в Крым? И есть ли у нас такая возможность? Ну, говорить о том, что россияне ждут, что мы придем в Крым, они действительно ждут, и они давно ждут. Еще после 2014 года на севере Крыма была сформирована группировка сил, которая была развернута, окопалась, были созданы фортификационные сооружения. Россияне ждали и ждут нас в Крыму. Мы придем. Вот. Но те средства ПВО, о которых говорят, были развернуты, это немножко из другой области. На самом деле это усиление противовоздушной обороны группировки кораблей в северо-западной части Черного моря. После потопления Москвы у них там недостаточно, не комплект, так скажем. Не могут они закрыть небо от наших средств поражения, байрактаров, ну и авиации. Поэтому на Тарханкуте, вот на западе Крыма, разворачиваются дивизионы противовоздушной обороны дальнего радиосодействия, средний, мелкий, торы, панцири перемещаются на остров Змеиный. Фактически россияне боятся, что мы будем уничтожать их флот в Черном море. А не может ли возникнуть такая ситуация, о которой в том числе говорят представители оккупантов, при стабилизации фронта, при затяжных боях, что они могут использовать войска ОДКБ, ввести якобы миротворцев на линию разграничения. И тогда якобы нам будет сложнее, собственно, воевать уже и с другими странами бывшего Союза, получается. Так придется. Есть ли такая возможность? Ну, буквально в течение месяца состоялось два таких выдающихся события в истории АДКБ. Вот, в мае произошел саммит лидеров этой организации, и буквально на днях парламентская ассамблея АДКБ. Фактически из триумфа Путина эти встречи превратились, в демонстрацию его изоляции. Практически ни одна из стран организации, которую Путин и его генералы считали ручной, не готовы присоединиться к каким-то действиям против Украины. Ну, естественно, за исключением уже купленной, уже перепроданной 10 раз Беларуси, которая непосредственно участвует в боевых действиях с самого первого дня вторжения в Украину. Ну, может Армения предоставить еще роту своих миротворцев, у них, в принципе, там больше и нет. Но на самом деле меня даже немножко насмешило сообщение на сайте российских миротворцев в день, когда как раз на парламентской ассамблее ОДКБ российский представитель агитировал своих коллег принять участие в миротворческой операции на территории Украины. Армянские миротворцы выслали российским коллегам в Ростов 18 тонн гуманитарных грузов. Как говорится, на тебе Боже, возьмите, что можем предложить. Большего не просите. То есть вероятность очень мала. Да, безусловно. Но за исключением Беларуси. Но я не думаю, что Беларусь будет
если ее прижмут, будет прятаться под крышу миротворчества. Она уже и так как голенькая. Благодарю вас. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Павел Акичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, был с нами на связи. Мы продолжаем наш эфир. 107-й день полномасштабной агрессии России против Украины. В эфире программа «Бугунь», Роман Спиридонов. Я напоминаю про наш YouTube. Вы всегда можете на него подписаться. Если уже подписаны, ставьте лайки и делитесь нашим эфиром в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей нас могло увидеть. Ну и по возможности, если она у вас такая есть, поддержите нас на нашем Patreon. У нас еще есть и телефоны студийные. Если вам интересно принять участие в нашей дискуссии, задать вопросы спикерам или рассказать свою историю, историю своих 107 дней полномасштабной агрессии, вы можете позвонить нам в студию, и мы предоставим вам слово. Мы продолжаем наш эфир и будем говорить сейчас о, опять же, ситуации на фронте и о событиях, связанных и с внешней политикой Украины, о наших надеждах на получение статуса кандидата члена ЕС. Буквально уже в конце этого месяца должны пройти встречи, точнее так, заседания и Комитета ЕС, и Европарламента, на котором будут рассматривать наш статус. И вот по последним данным, о которых написал издание Bloomberg, оказывается, что против предоставления нам статуса кандидата в члены ЕС Нидерланды и Дания. Ну, по самым последним данным, вот, которые мне удалось увидеть в СМИ, в Нидерландах заявили, что они внимательно изучат решение Комитета Европейского Союза о том, готовы ли мы стать кандидатом на вступление в ЕС. И уже будут в зависимости от этого решения принимать свое на саммите, который произойдет в Брюсселе 23-24 июня. Именно в эти дни будет решаться наш статус. И есть надежда, что нашу страну наши европейцы поддержат, потому что, как говорит наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сегодня предоставление этого статуса имеет огромное значение для нашей поддержки и в борьбе нашей войны с российским агрессором. Я надеюсь, у нас на связи уже есть Сергей Гуцалюк, сержант вооруженных сил. С нами на связи Александр Кондратенко, политтехнолог и военнослужащий, позывной Джон. Правильно я понимаю? Здравствуйте, Александр. Абсолютно правильно. Да, добрый вечер. А мы можем говорить, где вы сейчас находитесь? Можем. Да? Лисичанск. Лисичанск. Какая там обстановка сейчас? Очень сложная, мягко говоря. А поподробнее, если можно? Это поподробнее уже. Это не ко мне сейчас, к сожалению. Поподробнее орки прут. Это единственная подробность, которую могу озвучить в эфире. Ну, давайте какие-то более размытые вопросы. Я понимаю, что всех интересует именно это. Но да. Ну, сложно здесь, на самом деле. Ну хорошо, давайте по вашей профессии, скажем так, политтехнолога. Давайте. Если мы не можем говорить о подробностях и о том, хотя бы о настроении бойцов, вы можете рассказать, как... Настроение боевое. Стоим. Ну, наши стоят. Да. Давайте тогда поговорим на, скажем так, более мирные темы о наших перспективах стать кандидатом в члены ЕС. Как вы их оцениваете? Может быть, с фронта как-то по-другому на это смотрится, чем... Ну,
В целом, для того, чтобы более какую-то глубокую аналитику давать, то надо быть в курсе последних событий. Из того, что я последнее видел пару дней назад, то палки в колеса нам ставит не одна страна, имею в виду по поводу венгров. Там еще и другие государства подключились, потому что вот эти вот перспективы все-таки принять нас или получить ПДЧ, это все размыто очень, и в ближайшее время нам не светит туда как-то пробраться. Ситуация с европейцами, она тоже неоднозначная, и, как мы видим, все преследуют исключительно свои интересы, включая даже поляков, как ни странно. Поляки. А мы знаем тут турне, промо-тур практически президента Польши Анджея Дуды по странам Нет, Европы. в целом то, что Дуда делает, я абсолютно поддерживаю. То есть он в данном случае, как говорят в простонародье, красавчик. Для нас поляки сейчас самые ближайшие союзники, по моей точке зрения. Но опять-таки, сегодня союзники, завтра заявления касаемо того, что у нас не будет границы, они мне не очень понятны. То есть они могут быть какие-то размытые, да, эти границы, но они должны быть. Потому что, как мы знаем по истории, ближайшие там 100-200 лет назад у нас с Польшей тоже не очень разные были отношения. Сейчас Дуда молодец. Дуда, он делает многое, и в целом ту помощь, которую оказывает нам народ Польши, она очень нам здесь помогает на самом деле. И все-таки хочется как-то вот погрузиться в ваш контекст. Вот чем живут бойцы, вот ваши сослуживцы? Как проходит, если можно так сказать, быт, день? Вот. День начинается, как бы не прекращается. Здесь прилеты бесконечные. Здесь работает арта, грады, санцепёки, здесь все работает. Здесь это одна из самых горячих точек на самом деле. А день начинается с 5 утра. Вечером планы на следующий день. Эти планы нарушаются зачастую. А так, в целом, война, ребята, война, причем конкретная война. Может быть, даже не все показывают по ТВ, поэтому пока мы здесь стоим. Но сложностей достаточно много. Орков очень много. Сегодня были сложные бои в Орехово, поэтому есть у нас потери, и потери практически каждый день. Есть ли какое-то восприятие, вот, что я хочу спросить? Я имею в виду, если вы не все время как бы, да, в контексте войны, а вот если какие-то там получаете новости из Украины, там, не знаю, какие-то вот политические, экономические, как воспринимают бойцы то, что вот происходит, скажем так, далеко от линии фронта? Если мягко говоря, то недовольны. А если грубо говоря, то очень недовольны. Есть многие моменты, которые и командование наше понимает, и вышестоящее командование. То есть есть моменты, которые в эфире я не могу подобрать не норматив, только не видеть. Поэтому вот. А если брать общий политический, то я скажу, что у нас в ближайшее время на осень готовятся новые выборы парламентские. Поэтому все, что происходит вокруг, и то, как происходит на Востоке и на Юге, и почему это происходит, почему сдали, чуть ли не всю Херсонскую область, почему были разминированы эти вопросы, почему, их настолько много накопилось, что кому-то придется за это отвечать. Да, я вас понял. Спасибо большое, что смогли найти время. Извините, что так все сдержанно и холодно и так далее. Но вам не за что. Это объективно только так, иначе по-другому сейчас нельзя. Вам не за что просить прощения. Я желаю вам удачи и желаю вам вернуться с победой. Да. Только так. Удачи вам. Давайте. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам за вашу работу. Спасибо. Александр Кондратенко, политтехнолог и военнослужащий, позывной Джон, был с нами на связи. Вот мы услышали такие вот, скажем так, узнаем события с линии фронта. И вот когда министр обороны Алексей Резников говорит, что в день мы теряем до 100 бойцов и до
500 раненых. Эта цифра вот после таких разговоров, она, конечно же, обретает абсолютно другое значение и другое восприятие. И становится хотя бы немножко понятнее, чуть-чуть понятнее, как там на самом деле тяжело нашим воинам, сколько нужно сил и смелости приложить для того, чтобы выстоять и защитить нас и нашу страну от российского агрессора. А с нами на связи Сергей Гуцалюк, сержант Вооруженных сил, начальник Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти с нами на связи. Здравствуйте, Сергей. Так, доброго вечера. Доброго вечера. Доброго вечера. Я знаю, что вы тоже служите. Можем ли мы говорить, где вы сейчас находитесь? Какие задачи выполняете? Можу сказати тільки так. Загальний план, знаходжусь на півдні України, недалеко від Одеси, недалеко від річки Дністер. Виконую завдання за призначенням, отак можу сказати. Більше не можу сказати нічого. На жаль. Можете описать обстановку, как у вас там сейчас, что происходит? Я не їду, це мирна територія і все, як то кажуть, в межах мирного часу. Я більше знайомий з подіями в Одесі, бо і друзі там, і родина, і все інше. В Одесі ситуація змінилась по порівнянню з тим, що було до початку відкритої агресії. Для багатьох одеситів, які були там на позиціях, там, а може домовимося, а може ще щось, стало зрозуміло, що ніяких домовлянь немає, і ті люди, які говорили, що воно дійсно так є раніше, виявилися, як то кажуть, як ніколи правими. А ті всі ракети, які летіли на Одесу, і Одеса лишається під загрозою цих обстрілів, на жаль, для багатьох прочистили догляд і уяви Російської Федерації. Але колаборації політичних структур і систем, які по суті були заборонені, ви знаєте, це ОПЗЖ. К сожалению... Все-таки вплив тих людей в Одесі зберігається певним чином. Особливо це видно по Одещині, по області. От я багато спілкуюся з селянами, фермерами, з інтелігенцією місцевою тут в області. І жаліються дуже багато людей, що каже, прийшли ці ОПЗшники, але підспудно все одно чекають, як то кажуть, і проводять таку роботу людей України, що це ненадовго, що сюди прийдуть російські війська і все буде тут по-іншому, і вони тут будуть гауляйтерами. І, на жаль, я не бачу реакції відповідної нашої держави на таких людей. Зокрема, я звернути увагу на ситуацію кричущу з заступником голови обласної ради. Є в нас такий Вадим Шкарівський, який за 2 тижні до початку агресії в прямому ефірі на сесії обласної ради назвав територіальну групу, яка почала створювати бандформуванням, і відмовився голосувати разом з усією їхньою фракцією за виділення коштів на створення цього всього. Ця людина не притягнута до відповідальності за свою антиукраїнську діяльність. Ця людина знаходиться постійно під озброєною охороною. І до сих пір було намагання деяких фракцій обласної ради позбавити його цієї посади. Він так і не могли зібрати онлайн цього кворуму. Мало того, навіть керівництво обласної ради і обласної адміністрації починає заспокоювати тих депутатів і тих людей, лідерів громадських думок, які піднімають це питання. Кажуть, не на часі, не розхитуйте ситуацію. Але куди ж ще далі розхитувати ситуацію, коли ракети летять по всій Одеській області? Розумієте? Це дуже турбує зараз дуже багатьох людей, в першу чергу тих, які знаходяться на захисті України. І там на лінії зіткнення, і тут на тих територіях, які, слава Богу, мирні, дай Бог, щоб вони і були мирні. Але ми теж виконуємо певні функції та річки. Таким чином я можу сказати. Оце дуже всіх турбує. Дуже сильно турбує. Але Одеса одночасно з тим показала про важливість цих процесів. Одеса показала знову потенціал волонтерський. Зараз турбує ситуація з фондом волонтерським корпорація «Монстр», який очолює Катерина Нажевнікова. Ні з того, ні з цього там
працює багато років, ну, дуже чисто з питанням, з вимогами. І я безумовно, скоріше, і всі ці колишні Медведчуківські Одеської області бездихали, не притають, а в цей час претензії до волонтерів відомих і авторитетних. Тут виникає певний дисонанс. І, наприклад, говорити, що не потрібно і це не на часі, ну, це для мене абсолютно незрозуміло. Я з цим особисто миритись не хочу. Я як людина, як громадянин, як військовослужбовець нинішній. Ми не для того захищаємо державу, щоб прикривати, вибачте, дупи оцим зрадникам, оцим колаборантам. Вони притягнути до відповідальності і згідно з чинним законодавством понести якесь покарання. Тим більше зараз є військовий час. Я вже навіть опускаю тему, що абсолютно ігноруються питання, пов'язані з деколонізацією. До сих пір в Одесі стоять пам'ятник Суворову і Катерині II, які завжди використовувалися, ці всі пам'ятники, вони колись були поставлені в Одесі задовго до вторгнення ще 14-го року, як маркери руського міра тут, як певні такі, знаєте, міри. То есть в Одессе еще нет консенсуса по памятнику Екатерине? Он, да, до сих пор нет решения о том, чтобы его снять? К сожалению, очень плохо вас слышно, Сергей. Алло. Алло. К сожалению, пропала связь. Да, и очень плохая она у нас была. Но я надеюсь, что все-таки основные мысли, которые озвучил Сергей, услышать удалось. Это Сергей Гуцалюк, сержант вооруженных сил, начальник Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти, был с нами на связи. Наше время в эфире уже подходит к концу. Перед тем, как перейти к службе новостей «Заман», я напомню про наш YouTube, что вы всегда можете на него подписаться. Если вы еще этого не сделали, то сделайте это обязательно. А если уже подписаны, то ставьте лайки и делитесь нашими эфирами в своих соцсетях, потому что тогда нас может больше увидеть людей, и особенно наших зрителей в оккупированном Крыму, для которых, собственно, в основном мы и работаем. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Ну и по возможности, если она у вас такая есть, поддержите нас на нашем Patreon. Он сейчас появится у вас на экранах. Ну а сейчас служба новостей «Заман».